Господь на заре человечества говорит о некой жене, семя которой сотрет главу сатаны, сотрет главу древнего змея. И это семя принесет избавление и спасение. И сегодня церковь воспевает Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенной. Из Тебе воссиял солнце правды Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение. Вот эта клятва пришествием Матери Божьей и пришествием Сына Божия, она уничтожается. Эта клятва уходит. И упразднив смерть, упразднена смерть, потому что все люди шли в ад, жизни вечной не было, только мучение в аду, и даровал нам Господь жизнь вечную. Так воспевает Святая Церковь в эти священные дни, дни Рождества Пресвятой Богородицы, и все дни, которые мы будем праздновать этот праздник. И таким образом Господь на заре человечества дает нам пророчество о пришествии на землю новой Евы. Первая Ева, апостол Павел, ввела в грех. Вторая приведет нас к спасению Царства Божия через своего Сына, который воплотится из нее. И пришел час, когда старый священник Иоаким и жена его Анна в глубокой старости зачинает Пречистую Богородицу, Марию. Она рождается, и Христа возвещает всей вселенной. Она возвещает пришествие Христова, и мы знаем из священного предания Святой Церкви и в церковных сказаниях о том, что и из священного писания в том числе, что во времена Ветхого Завета люди очень трепетно относились к рождению детей. Когда люди собирались жениться, когда они женились, всегда они шли в храм, приносили жертвы Богу, приносили молитвы и просили Бога. И в той семье, где не было детей, эта семья считалась проклятой Богом, потому что Бог не дает им чада. Вот такая семья была у Иоакима и Анны. Иоаким и Анна — поношение бесчадства. Повсюду это было поношение. Люди гнушались, люди как-то не подходили к этой семье, в которой не было детей. Священник Иоаким однажды пришел на службу, и его с храма выгнали. Не дали ему даже служить. У тебя нет детей, ты недостоин быть. И вот, идя домой, он с Анной огорчился, и архангел Гавриил возвестил им о рождении Пречистой Богородицы, Матери Божьей. Так и случилось. Мы знаем в Ветхом Завете, как Анна, мать Самуила, как она просила Бога. Мы с вами знаем, как много было бесчадных семей, как они просили Господа, и как радовались они, когда Бог наконец даровал им чадо. С каким трепетом и любовью они окружали свое чадо. Такой любовью была окружена и Матерь Божья, Царица Небесная. Как важно в наши дни, когда Бог дает нам чадо, мы идем и убиваем во чреве это чадо. Какое же это преступление, какое это страшнее убийство, это проклятие Божье. Хотя мы живем во новозаветные времена, тем более пред Богом все равно это является очень страшным преступлением. Как мы должны трепетно Бога благодарить за то, что Господь дает нам чадо. Вы все здесь дедушки, бабушки, отцы, мамы, папы. У вас есть дети, вы знаете, какой великий дар. И как надо Бога благодарить, как Иоаким и Анна, и молиться Богу за такой великий священный дар жизни. Матерь Божия, она родилась так, как рождается всякий человек. И как сказано, вы знаете, я всегда поражаюсь просто и не могу об этом не говорить, как в мусульманском Коране написано в суре Мария о Богородице, о Матери Божьей. Даже в Евангелии таких слов нет. Мария чистейшая, святейшая всех миров, племен и народов.
Вот как высоко ценит эта книга Пречистую Богородицу. Матерь Божья воистину является такой. Она действительно свеча от всего рода человеческого. Она действительно молитвенница, мать всей вселенной, мать каждого человека, который живет на этой земле. Матерь Божья была простым человеком, но, как Коран тот же говорит, она хранила себя в глубочайшей чистоте и святости. И Дух Божий, конечно, был с ней. И Архангел Гавриил был с ней. Блаженный Иероним говорит: если кто-то меня спросит о детстве, о жизни Пресвятой Богородицы, я положу палец на уста мои и скажу. Об этом знает только Архангел Гавриил, ее ангел-хранитель. Это действительно так. И мы тоже верим, и мы тоже должны поступать так же, как блаженный Иероним в данном случае. Матерь Божья была рождена по благословению, но, как учит Римо-католическая церковь, наконец я узнал, по заслугам Христа. Но тут очень скользко. Если она родилась непорочным зачатием, то априори она становится богиней. Это, конечно, недопустимо. Со стороны церковного сознания, православного сознания, Матерь Божья богиней не является. Христос, родившийся непорочно от Духа Святого, есть Бог. Мы это признаем. Но Матерь Божья пришла в этот мир так, как приходим мы. И Матерь Божья была простым человеком. Она была человеком и не всегда понимала, как и апостолы. Когда Христос говорил о человеческих вещах, притчами она понимала. Апостолы понимали. Когда Господь говорил о тайнах Царства Небесного, когда Господь открывал тайны духовного мира, ни апостолы, ни Матерь Божья этого не понимала. Но слагала в сердце своем. И Симеон сказал: придет час, тебе оружие пройдет душу, сердце твое. И только у креста она поймет значение этих слов. До этого она не понимала значение слов Иисуса Христа и пророчества Симеона правильно. И когда это случилось, она поняла все. И когда, конечно, мы говорим, что Матерь Божья была простым человеком, то мы соглашаемся с протестантами, с баптистами и прочими, что она была простой женщиной, совершила свое дело и на том и завершилось. Нет, нет. Слово Божие глаголит нам. Когда Мария увидела архангела, она сказала: как это будет? Как это будет, это Рождество? Ведь я же мужа не знаю. Правильно, по-человечески она рассудила. И архангел Гавриил открывает великую тайну. Дух Святый найдет на тебя, сила Вышнего осенит тебя. Вот когда это произошло, вот когда это случилось, когда Дух Святой сошел на Матерь Божию, вот здесь уже Матерь Божья становится совсем другим существом. Как из глины лепится сосуд, он быстро разрушается. Можно его разрушить, другой сделать, третий, пятый, десятый, любую фигуру. Но когда эта глина, этот сосуд обжигается огнем, он становится неразрушимым. Когда огонь благодати Святого Духа, Божий огонь, сошел на Пречистую Богородицу, она уже стала совсем другой. И когда Матерь Божья при жизни Иисуса Христа, она не понимала, она многого не знала, и поэтому в Евангелии выводится такой неправильный совершенно вывод, что Христос не почитал Матерь Божью. Вот мои братья, вот мои сестры, вот а вы там с Иосифом где-то на стороне, и так далее, и так далее. Это очень неправильно. Она не понимала, и Христос говорил об этом. Но когда все совершилось, когда она единственная стояла у креста с Иоанном Богословом, когда она одна стояла у Голгофского креста, терзая своей душой, она поняла все. Она поняла, что Христос есть Бог. Она поняла, что Симеон ей сказал. Она поняла, какое великое крестное служение, какое крестное служение ей надо было пронести на этой земле. Она все прекрасно поняла. И когда в день Пятидесятницы вновь сошел Дух Святой на апостолы и на Святую Богородицу,
Вот здесь уже Матерь Божья становится честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Она становится выше ангельских чинов, выше всякого творения, выше всего, что есть на земле, как об этом и в Коране сказано. Это так и есть. Это так и есть. Матерь Божья воистину является таким великим священным кивотом славы Божьей. В этот день, день Рождества Пресвятой Богородицы, нам особенно нужно подумать о нашем отношении к нашим детям. Как мы относимся к нашим детям? Любим ли мы наших детей? Или ради мира этого, ради денег, ради богатства мы бросаем наших детей? Мы убиваем наших детей безжалостно. Мы совершенно не заботимся о их воспитании. Рождество Пресвятой Богородицы показывает нам, как нужно молиться, благодарить Бога за дар материнства, за детство, за детей, которые Господь нам дарует. Любить надо детей. Эта любовь вернется к нам. И не любовь наша, не забота наша тоже старицей возвращается. Нас бросят в стардоме, нас побьют на улице, нас ограбят, несмотря на нашу старость, если мы не будем любить наших детей. Я был молодым священником, я всегда удивлялся тому, когда 90-летние бабушки идут в церковь мокрые, идут с таким трудом, им так тяжело. Я им всегда говорил, что вас заставляет? Вы же уже старые, вам уже можно дома посидеть. И они мне говорят, деточка, батюшка наш. Я действительно деточка для них был тогда. А вы знаете, мы столько много прожили, мы столько много нагрешили, а у нас есть дети, у нас есть внуки, у нас есть правнуки, у нас будут наше потомство, у нас еще дети будут. И мы хотим, чтобы они знали Бога, чтобы они храм Божий посещали, чтобы они молились, были добрыми христианами, добрыми людьми. Скажите мне, кто сегодня это делает? Зачем мы приходим в храм? Дай нам Бог денег больше, машину получше, дом пошире, здоровье для чего? Для блуда, для распутства, для каких-то наслаждений. Здоровье дай. А о детях? Вот так мы молимся, так мы заботимся о нашем даже потомстве. Или нет? Скорее всего, второй ответ. Поэтому Рождество Пресвятой Богородицы показывает нам о том, как мы должны любить детей, как мы должны молиться за них, как мы должны просить Бога и благодарить Бога, и с большой любовью все отдавать детям, все свое сердце, всю свою душу вкладывать в этих детей, тогда они возвратят нам на старости и любовь, и молитву, и будут добрыми, хорошими христианами. Вот о чем говорит сей праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Иоаким и Анна, престарелые, старые, как они любили Матерь Божью, как они о ней заботились, и как уже не могли, сил не было, они в храм отдали ее на воспитание, введение во храм Пресвятой Богородицы. Вот так мы должны с вами любить детей. Вот так мы с вами должны постоянно молиться Матери Божьей. Она была человеком, она была матерью самого Бога. Она является мать всей церкви христианской. И даже, как вы слышите, и не христианской. Она мать всех верующих. Она покрывает всех, любит всех и молится за нас. И как больно Матери Божьей, когда мы живем греховно, когда мы не любим друг друга. Как приятно матери и отцу, когда за столом собирается большая семья, и все дружные, все помогают друг другу, все любят друг друга. Какая радость, какая семья благополучная. И как страшно, и как ужасно, когда за столом собирается семья большая, немирная, неспокойная, грызущаяся, лающая, шипящая, кусающая. Такая семья вызывает жалкое зрелище. Вот поэтому Матерь Божья
когда мы с вами угрызаем друг друга, не помогаем, не любим друг друга, ей очень скорбно, ей очень больно, ей очень тяжело. И когда Матерь Божья видит, как мы любим друг друга, заботимся друг о друге, помогаем друг другу, радуется Матерь Божья. Ее благословение всегда на всех, кто творит любовь и добро.